Опускается 8-я линия на причал номер 2. Повторяю, погрузка производится на 2-м причале. Диспетчер – связующее звено между паромами, экипажами и пассажирами. На сегодняшний день курсируют 11 паромов. Суда осуществляют рейсы по мере наполнения. С октября уже намного меньше машин, потому что уже и холодно, никому не нужно на ту сторону, видимо. А грузовых много. Легковых не так много, грузовых достаточно. Потому что им нужно успеть. Извините, мне нужно ответить. На связи? Диспетчеру нужно всегда быть на связи. Именно он обеспечивает движение в акватории и размещение паромов на причалах. Постоянно нужно держать связь с паромами, чтобы как-то распределять вот опять-таки транспорт. Они там занимаются на паромах, а мы здесь, на берегу. С наступлением октября уровень воды в реках снижается, а лед начинает образовываться на поверхности. Несмотря на сложные климатические условия, паромные переправы остаются жизненно важными для местного населения. Осуществление перевозок будет зависеть от обстановки. Мы наблюдаем то, что отсутствие льда, снега и всего остального, летний режим сохраняется. 950 самая дешевая единица у нас. Все осталось на том же уровне, как и летом. Также, согласно расписанию, мы начинаем с 5:30 с одного берега и с другого. В ближайшее время ожидаются осложнения в работе паромных переправ на территории республики. Они связаны с ухудшением погодных условий, вызванных усилением ветров и снижением температуры воздуха. Паромная переправа через реку Вилюй функционирует в осложненной обстановке. В ночное время наблюдается отрицательная температура, это -8, -9, особенно на Вилюйской группе районов. И вот первые уже ледовые явления появились на реке Марха, появляются уже в районе поселка Верхневилюйск. И все равно погода берет свое, и ожидается то, что 2-3 дня уже закрытие паромных переправ. Ну а на переправе через реку Алдан закрытие также планируется в ближайшие дни. Через реку Лену завершение перевозок планируется в период с 18 по 22 октября. Сроки закрытия могут корректироваться в зависимости от гидрологической обстановки. Даяна Федорова, Джоустейн Иннокентьев, Якутск.